сейчас слово Давид Амиру Садуру, сын известного исламского богослова Вали Ахмета Садура, наш любимый нами член общины татарской. Спасибо большое, уважаемые отцы, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Тема моего доклада — многообразие парадигм ислама и их диалогичность. Мой доклад касается многообразия ислама как в России, так и во всем мире. И все же ключевое слово моего доклада — диалогичность. Так сложилось, что конец прошлого и начало нынешнего века со стороны ислама наиболее остро заметен в серии террористических актов разного масштаба как во всем мире, так и в России. В России это в первую очередь связано с экспансией салафитских толков ислама на территории Северного Кавказа, во-первых, и далее по всей России в дальнейшем. К слову сказать, практически весь терроризм, выступающий от имени ислама, связан в первую очередь с салафитскими его направлениями. Нужно также напомнить о том, что салафиты чаще всего представляют проблему для большинства остальных мусульман, так как зачастую навязывают мусульманам других направлений свои представления об исламе, как единственно верные. Несогласные с ними часто просто физически уничтожаются. Так был расстрелян Валиулла Якупов. Параллельно было совершено покушение на муфтия Татарстана. В Черкее террористкой смертницей был убит Саид Эфенди Черкейский. Был взорван Ахмад Хаджи Кадыров. Когда силами его сына ваххабизм в лице так называемого Эмирата Кавказа был вытеснен из Чечни, Доку Умаров заявил о том, что благодаря этому бежавшие из Чечни ваххабиты, они же салафиты, теперь распространяются по всей Российской Федерации. Говоря об этом, я хотел бы подчеркнуть то, что проблемы, связанные с исламом, с исламским терроризмом, происходят преимущественно от одного не слишком многочисленного направления в исламе, которое сами мусульмане по праве называют сектой. Напомню о том, что ислам общепринято разделять на суннитов и шиитов, но лично я бы к 4 суннитским мазхабам и шиизму добавил и суфизм, как некоторые отдельные самостоятельные направления в исламе. Так практически вся Чечня и значительная часть Ингушетии и Дагестана представляют собой последователей суфийских тарикатов, накшбандийского, шазилийского, кадирийского и джаузилийского тарикатов. Кроме того, представители тарикатов распространены в Средней Азии, во всем исламском мире они насчитывают десятки, если не сотни миллионов приверженцев. Также необходимо напомнить о том, что общее число мусульман в мире насчитывает около 1,8 миллиардов. К слову сказать, общее количество православных в мире около 180 миллионов. Ну, опять-таки, статистика, как уже было сказано, вещь лукавая и, возможно, неточная. То есть, но в целом количество православных по данной статистике в 100 раз меньше. В России, к слову сказать, это соотнесение другое. Православных около 50%, мусульман около 10%. Но опять-таки по существующей достаточно неточной статистике. Также хотелось бы напомнить о том, что мусульмане, так же как и христиане, верят в Бога Творца, признают Библию и евангельские тексты, тексты Божественного Откровения, признают большинство библейских пророков, начиная от Адама и кончая Иоанном Крестителем. Коран говорит о присной Девстве Марии, непорочном зачатии. В тексте Корана присутствует эпизод благовещения Джибриила, архангела Гавриила. Иса Масих, Иисус Христос, почитается Словом Божьим и Духом Божьим. Мусульмане считают Христа как величайшего чудотворца, исцеляющего больных и воскрешающего мертвых. Слышно, да? Коран говорит о вознесении Христа, о его грядущем втором пришествии и победе над Даджалем или Антихристом. Ислам также говорит о воскресении всех людей во плоти, о судном дне, Яум аль-Киямет, о райском воздаянии праведным и об адских мучениях грешникам. Ислам призывает к доброделанию и отвращению от грехов. Кроме того, ислам является третьей религией в ряду авраамитского толка, наряду с иудаизмом и христианством. Если же говорить о суфизме, то суфизм, помимо вышеперечисленного, говорит об обожении человека. Суфизм создал институт святости, вилаят, внутри ислама. Суфизм, в отличие от других направлений ислама, говорит о наличии того, что христиане называют первородным грехом. Суфизм призывает к борьбе со страстями, учит богообщению. Конечно же, нельзя не сказать и о принципиальном отличии ислама от христианства. Мусульмане не признают божественность и богосыновство Иисуса Христа. Мусульмане знают о Святом Духе, Рух аль-Каддус, но не считают его одним из лиц Святой Троицы, именуя его именем то архангела Гавриила, то самого Христа.
Коран прямо не говорит о первородном грехе и о том, что душа человека удобопреклонна к греху, удобопреклонна ко злу более, нежели к добру, как это говорят святые отцы. Соответственно, мусульмане отрицают распятие, воскресение, искупительную и спасительную миссию Иисуса Христа. То есть, если о первородном грехе не говорится, то не нужно и искупление от него. И все же, несмотря на эти важнейшие различия, а иначе ислам не отличался бы от христианства, не случайно святой Иоанн Дамаскин называл ислам христианской ересью. Между христианством и исламом очень много общего. И если уйти от идеологизации и политизации религии, христиане и мусульмане могут уйти от конфронтации к диалогу и сотрудничеству во многих областях. Так, Московская Патриархия регулярно проводит конференции, посвященные исламо-христианскому диалогу с участием ведущих богослов как с мусульманской, так и христианской стороны. Проводились серии исламо-христианских диспутов на наиболее актуальные темы межрелигиозного диалога, в котором участвовал покойный отец Даниил Сысоев, многократно здесь напоминаемый. Ваш покорный слуга неоднократно присутствовал на этих важных и достаточно плодотворных мероприятиях. По благословению бывшего епископа Ставропольского и Владикавказского в Ставропольской епархии регулярно проводятся исламо-христианские молодежные лагеря, где молодежь двух наиболее распространенных в России вероисповеданий общается, играет в подвижные игры, устраивает состязания в единоборствах, учится мирно взаимодействовать. Усилиями семьи Бухаровых и многих других членов общины православных татар успешно сотрудничает и взаимодействует с Татарским культурным центром, региональными татарскими организациями, традиционно поддерживающих ислам, участвует в сабантуях и других культурных мероприятиях. И это только некоторые примеры мирного диалога и взаимодействия. Издавна христиане и мусульмане мирно, добрососедски общаются в Татарстане. Русские татары Нижегородчины, Москвы и Питера на бытовом уровне живут очень мирно. Когда автор данного доклада с группой студентов-христиан оказался в одной из мечетей Нижнего Новгорода и завязалась непринужденная беседа с ее прихожанами, мы вдруг увидели ряд схожих проблем, касающихся ежедневной практики верующих. Оказалось, что новообращенных мусульман, точно так же, как и христиан, порой не понимают дома, часто препятствуют совершать молитвы, держать дома религиозную литературу, атрибуты веры. Точно так же и на работе верующие и старающиеся жить по своей вере часто встречают непонимание на работе среди неверующих друзей, особенно если они отказываются от спиртного и сомнительного рода развлечений. Поэтому принципиально диалог невозможен для подавляющего большинства салафитских направлений ислама, которые характерны тем, что представляют эксклюзивистскую модель ислама, то есть такую модель, которая отрезает пути спасения всем, кто не придерживается их точки зрения. Так они очень любят цитировать хадис, в котором от имени пророка мусульмане говорят о том, что спасется лишь 1/72 часть исламской уммы, что уж говорить о нас грешных. Но это я бы отнес и к той части православных христиан, которые отстаивают эксклюзивность христианского пути спасения. Дело спасения человеческой души в первую очередь принадлежит самому Богу, и Он решает этот вопрос окончательно. Как говорит Евангелие, есть у меня овцы и не из этого стада. И сам спасает и исцеляет в тексте Евангелия самарян и язычников. Также следует сказать, что диалог не означает безоговорочное приятие точки зрения и уж тем более образа веры другого. Он лишь предполагает уважительное отношение к его вере, а также умение разбираться в том, что в наших двух религиях имеет общие корни, а где имеются принципиальные различия. Также напомню о плодотворном сотрудничестве гуманитарных миссий, представляющих Московскую Патриархию, с мусульманскими гуманитарными миссиями, как в Чечне и Дагестане во время военных действий, которые там происходили, так в Сирии и Ираке. Опыт также показывает, что наиболее конструктивный диалог происходит там, где, во-первых, представители ислама и христианства живут по соседству. Во-вторых, когда ни те, ни другие не занимают господствующую позицию и представляют так называемую официальную государственную религию. Конструктивный и открытый диалог возможен лишь тогда, когда обе стороны, представляющие диалог, выступают с равных позиций. Диалог должен исключать все виды прозелитизма, идеологичности и политизации. И это довольно трудноуловимые, но вполне отслеживаемые вещи. Ваш покорный слуга в течение 3 лет организовывал и проводил такого рода диалог с участием московских богословов, духовенства, мусульманских богословов и имамов. Но когда руководство вуза, на базе которого проводился диалог, начало проводить политику «разделяй и властвуй» по отношению к гостям-мусульманам, я этот диалог прекратил.
Хотя, нужно сказать, благодаря полной приватности, хотя мне поступали предложения осветить проходящий диалог в прессе, уровень доверия сложился такой, что некоторые имамы стали обращаться ко мне за советами, касающимися христианского богословия, а я, в свою очередь, обращался за помощью по вопросам, касающимся ислама. Также был целый ряд взаимных поздравлений с праздниками, оценка и размышления о некоторых событиях, происходивших в мире. Иосиф Исихаст уважительно говорит об исламе. Также и Паисий Святогорец, выросший в окружении мусульман и в детстве и юношестве, говоривший на турецком. Патриарх Афиногор рассказывал о том, что в его родной деревне мирно сосуществовали христиане и мусульмане. Более того, некоторые христиане за решением определенных вопросов обращались к шейху, а некоторые мусульмане к православному священнику. И такого рода примеры добрых взаимоотношений христиан и мусульман множество. Ваш покорный слуга был лично свидетелем тому, как после пасхального богослужения на Тяхирском подворье в Москве к настоятелю приехало множество мусульман поздравить его с Пасхой. Сирия вообще до трагических событий последних годов славилась добрым, дружеским отношением христиан и мусульман разных конфессий. На праздник Богоявления многие мусульмане приходили за святой водой. Христиане и мусульмане разных направлений и конфессий дружно жили, поздравляли друг друга с религиозными праздниками. У некоторых арабов-мусульман, помимо Марии и Иисуса, почитаются такие святые, как святой Георгий или Джирджис. Однако диалог возможен лишь при готовности с обеих сторон, а также при надлежащей доле уважения и терпения. Вы спросите, а зачем, собственно, такой диалог нужен? Какая в нем необходимость? Я твердо убежден, что такая необходимость есть. Почти 1500-летняя история ислама показала не только его жизнеспособность, но и действенность. В средние века мусульманская наука оказывала огромное влияние на всю европейскую науку. Заслуги исламской медицины неоспоримы. Исламская живопись, архитектура, литература самобытны и многоградны. А это значит, что конфронтация и противостояние и попытка подавить ни к чему хорошему не приведут. Необходим поиск мирных форм взаимодействия и диалога. Кроме того, и это, пожалуй, самое важное, современная эпоха патологически враждебна религиозным нормам и устоям. Во всем мире рушится институт семьи, пропагандируются гендерные технологии, разврат, наркомания и проституция. Во все века политика использовала религию в качестве своего инструмента. Все вышеперечисленное и многое другое является недопустимым как с точки зрения ислама, так и с точки зрения христианства. И это огромное поле для сотрудничества. В этом смысле община православных татар как раз оказывается на стыке этих двух мировых религий. И хотя история взаимодействия татар-мусульман и татар-христиан имеет как светлые, так и темные периоды, необходимо уметь налаживать и вести диалог на основах уважительного отношения к религии другого. Христианство априори осуждает насилие. Ислам же, словами Корана, провозглашает: нет принуждения в религии. Спасибо за внимание. А сейчас перед нами выступит Сафин Сергей